Армысыздар, достар? Сегодня мы с вами получим ответ на вопрос, как показать продолжительность действия или повторяемость действия в определенный промежуток времени. Для этого, как в предыдущем уроке, используем вспомогательный глагол «беру». Чтобы составить предложение, сначала берем основной глагол. Убираем букву «у», вместо «у» добавляем аффиксы «а» и «и». Потом добавляем вспомогательный глагол «беру». Убираем букву «у», вместо «у» добавляем аффиксы «е» и «д». Потом личные окончания. Если у нас предложение составляется в переходном времени глагола, добавляем аффикс «е». Если наше предложение составляется в прошедшем времени глагола, добавляем аффикс «д». Давайте посмотрим примеры. Шаршасамда жұмыс істей бердім. Хотя я устал, продолжал работать. То есть мы хотим сказать, несмотря на усталость, я продолжал свою работу. То есть предложение показывает продолжительность действия. Ылғи айта бересің ба? Постоянно будешь говорить. Эту фразу мы можем употреблять, когда нам кто-то постоянно что-то говорит и надоедает. Балаға ұрса бересіз ба? Вы постоянно ругаете ребенка. Оба предложения составлены в переходном времени глагола и показывают повторяемость действий. То есть мы эти действия все время повторяем. Түн болды, бірақ ол компьютерде ойнай берді. Уже стемнело, но он продолжал играть на компьютере. На этом мы сегодняшний урок завершаем. В следующий раз у нас будут еще другие значения вспомогательного глагола «беру». Поэтому подписывайтесь на канал, не пропускайте уроки. Келесі кездескенше.